Вось і прыйшла доўгачаканая спякота, а значыць, наперадзе купальны сезон. Каб забавы не абярнуліся трагедыяй, неабходна ведаць асноўныя правілы паводзін на вадзе. Адбылося. Наступіла лета, пара адпачынкаў і школьных канікул. Яго чакаюць і дарослыя, і дзеці. Але менавіта летам узрастае верагоднасць розных здарэнняў на вадзе. Решением исполкома у нас принято только одно единственное место, это городской пляж. Вот, а он обследован, водолазным, выделен паспорт, сертификат, и мы здесь ведем круглосуточно, постоянно надзор, наблюдение за людьми отдыхающими. То есть в любой момент прийти на помощь. Не обязательно на воде, но и на берегу, потому что люди приходят с утра и загорают целый день. Вода, это стихия, то есть она не прощает никаких жалоб, никаких баловств. Поэтому зашли, искупались так, чтобы можно было, вы зашли в воду в такую глубину, чтобы вы знали, что вот если вы встанете, то будете стоять по грудь. Не надо переплывать реки, не надо плыть куда-то далеко, потому что это не всегда целесообразно, не всегда небезопасно. Потому что человек может плыть, особенно в холодной воде, может случиться какая-нибудь судорога или мало ли что-нибудь такое, сознание потеря. Вот, и вернуться обратно из воды будет практически невозможно. Парушэнне правілаў паводзін на вадаёмах цягнуць за сабой найцяжэйшыя наступствы. Таму кожны чалавек павінен выконваць меры бяспекі і адказна ставіцца да ўласнага жыцця і здароўя. Я хочу предупредить, что люди, чтобы были внимательны, осторожны, ни в коем случае, находясь на реке, не принимать спиртные напитки, и потому что спиртное на воде, оно не придет к добру. То есть даже маломальский алкоголь, то есть пиво и прочее такое, приведет к последствиям таким, что просто непоправимым последствиям. Поэтому, как говорится, находясь у воды, надо быть всегда трезвым, всегда оценивать ситуацию, которая происходит. Але ў першую чаргу беражыце сваіх дзяцей і ні ў якім разе не дапускайце знаходжання іх ля вады без нагляду. Сейчас, в принципе, вид электронной техники, телефоны у каждого ребенка есть. Находясь на работе, знаете, что ребенок один дома. Не поленитесь лишний раз позвонить, спросить, где ты находишься, чем занимаешься в данный момент. Якія б меры не прымалі зацікаўленыя службы, як бы строга не кантралявалі месцы масавага адпачынку і вадаёмы, дзе купанне забаронена, памятайце, наша бяспека часцей за ўсё ў нашых руках.